В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Накануне Нового года подводят итоги деятельности предприятия органы государственной власти. Намечаются планы на год предстоящий. Что удалось сделать в 2018 году в социальной сфере региона, поговорим об этом с заместителем председателя правительства республики Ольгой Балабкиной. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. С вводом в эксплуатацию детского сада «Ивушка» в Якутске завершилась эпоха деревянных детских садов. Вот сколько всего в регионе построили новых дошкольных детских учреждений в уходящем году? Уходящий год можно назвать годом строительства детских садов, потому что в регионе по разным линиям, как и исключительно из государственного бюджета, так и на основе государственно-частного партнерства, построены 23 детских сада. Это мы обеспечили таким образом порядка 2153 мест для детей дошкольного возраста. При этом необходимо обратить внимание, что строительство детских садов, оно и дальше будет продолжаться, но произойдет их переориентация и создание уже мест в ясельных группах. И вот в данной ситуации республика на настоящий момент мы подали заявку для участия в федеральном национальном проекте именно по созданию ясельных групп. И на это у нас уже настроены все районы республики. Вот что касается школ, то раньше в республике ежегодно вводили не менее 10 новых школ. Вот сколько объектов еще необходимо построить в регионе, и уже известно, какие школы построят в 2019 году? В 2019 году будет введено 9 школ. При этом непосредственно нужно сказать, что это будут не только новые школы, но это будут и реконструированные здания под школы в том числе. И на настоящий момент все-таки мы будем считать количество именно с школ по количеству созданных ученических мест. Поэтому, соответственно, критерием, например, 2019 года будет являться 2525 школьных мест. Да, если переводить на школы, это 9 школ. Но если исходить из количества мест, это больше даже, чем в предыдущие годы. И примерно, значит, вот в этих цифрах именно по созданию школьных мест разного рода мы будем работать дальше. Ну и опять же, также республика участвует в национальном проекте образования Российской Федерации. На настоящий момент нами поданы заявки на строительство школ, как идет по национальному проекту, в городах, малых городах, рабочих поселках и, соответственно, в сельской местности. Однако мы ведем на настоящий момент на уровне главы республики и правительства соответствующий переговор с Минпросвещением Российской Федерации, чтобы те типовые проекты, которые идут по национальному проекту, они были адаптированы относительно Республики Саха-Якутия с двух позиций. Это должна быть экономичная школа, и это должна быть школа, которая соответствует нашим реалиям, в том числе и по срокам строительства. Например, сегодня, в ближайшие дни мы открываем ряд новых школ, в том числе в городе Якутске. Нужно обратить внимание, что именно привлечение федерального бюджета ставит нас в рамки очень быстрого освоения этих денежных средств, и они ни в коей мере не соотносятся с нашими не то что темпами строительства, а сроками строительства на севере. Вот в следующем году где именно появятся эти школы? Значит, у нас прежде всего появится порядка 5 школ в городе Якутске, при этом 3 новых школы и 2 школы пройдут через переориентацию. Школы появятся, я думаю, что мы завершим строительство в Амгинском, Кобяйском, Аймиконском и еще одном северном районе, таком районе, в котором сегодня является, по сути дела, центром Арктики, это в Булунском районе. Вот завтра откроется первая очередь онкологического центра. Вот когда будет введен в строй этот важный для здравоохранения объект? Завтра действительно произойдет открытие, в ближайшие дни произойдет открытие радиологического отделения онкологического центра. Это первая очередь. И, соответственно, в пределах действующего законодательства онкологическим диспансером Республики Саха-Якутия будет проведена соответствующая работа по лицензированию и, соответственно, сможем принять граждан уже в новом помещении здания. Профилактика наркомании – это тоже одним из социально важных вопросов является. Вот насколько остро стоит эта проблема в промышленных районах Якутии? Вот как будет усилена профилактическая работа в следующем году? Во-первых, необходимо сказать, что мы достаточно
дали новое дыхание антинаркотической комиссии Республики Саха-Якутия. Да? И если у нас были какие-то организационные сбои до этого, то на настоящий момент комиссия достаточно четко, значит, во-первых, и плотно начала работать с районами. Что мы сегодня видим? Да, действительно, районы, у которых имеется более высокий уровень заработной платы, значит, с более развитой транспортной схемой, они у нас находятся в лидерах по, значит, ситуации наркотической. Но необходимо обратить внимание, что работа там проводится должная. Буквально вчера я провела антинаркотическую комиссию, и все-таки мы приняли решение, что районы не должны размазывать, особенно те районы, которые находятся в аутсайдерах, не должны размазывать мероприятия по разным программам, да, а должны понимать эффект от тех профилактических действий, которые они осуществляют. И поэтому в этих районах рекомендовано, значит, прежде всего, это работа по принятию отдельных программ по профилактике именно наркотиков, потребления наркотиков, как в молодежной среде, так и в среде значительно старше. В декабре в России дан старт году театра. Какие перемены ожидают театры нашей республики? Когда вообще объявляется год, это прежде всего, конечно же, объявляется идеология, да, того, чтобы как можно больше людей ходило в театр. Прежде всего исходим из этого. Театры же, как правило, воспринимают объявления подобного рода годов, ну и вообще все учреждения, когда имеют тот или иной год, они все-таки ставят своей целью сразу там получить какие-то преференции при обновлении базы как таковой. У нас действительно на будущий год будет решен вопрос нового размещения театра эстрады, театра танца. А в планах у нас разрешение в ближайшие годы, ну я думаю, что, наверное, этот год, театра Аланхо и Тюза, театра юного зрителя. Кроме того, мы работаем дальше непосредственно по нашему федеральному проекту «Театры малых городов», «Театры детям». И с этого года, помимо непосредственно, значит, оборудования, которое в эти театры у нас поставлялось, значит, будем претендовать на деньги на автомобильный транспорт для театров, это им необходимо для гастрольной деятельности, и, соответственно, на постановки. Это такой момент. С точки зрения, значит, вот вообще нашей материально-технической базы же театров города Якутска, то, конечно же, мы прежде всего планируем постараться, значит, на настоящий момент улучшить их материально-техническую базу. Для каких-то театров это будут, возможно, также автотранспортные средства, для каких-то театров это будут более глубокие ремонты, чем сейчас. Но главное в другом. Вот театр ставит своей задачу увеличение количества посещений театра и непосредственно воспитание любви к театру как таковому. А для этого у нас прекрасное театральное сообщество в Якутии, профессиональное, работающее в каждом театре. И, естественно, мы надеемся на то, что год театра вдохнет им вот эту новую жизнь. Ну вот, к примеру, в некоторых городах или селах нет здания театра. Вот есть, например, Дом культуры. Это коснется эти изменения в этом плане? Строительства новых театров по республике не будет. Сегодня достаточное количество театров. Театров в республике у нас 10. И с точки зрения театров их достаточно. Другой разговор. Нужно пересматривать гастрольную деятельность наших театров. Да? Как часто, например, театр эстрады, или театр Аланхо, значит, или театр Тюз, как часто они бывают в районах республики. Да? Вот насколько там готовы наши площадки местных клубов, нужно обратить внимание, например, что тот же театр эстрады будет переходить на малые формы, и, соответственно, это позволит играть их постановки уже и относительно районов республики. Вообще, что касается всей деятельности, которая сегодня происходит в социальной сфере, везде мы ставим задачу все-таки переориентировать на конкретные действия, что бы это ни было. Антинаркотическая или наша деятельность, либо поддержка театров, да, либо же, например, там, выдача пособий социальных. Конкретно нужно отслеживать показатель дохождения до конкретного человека. Ну, а в Якутии следующий год объявлен годом консолидации. Вот вокруг каких проблем общество должно сконцентрировать свои усилия? Я думаю, что базовая проблема, вокруг которой должно общество сконцентрироваться, это борьба с бедностью. Сегодня действительно остро стоит вопрос, и республика по показателям бедности находится далеко не в
именно по показателям преодоления бедности далеко не в лидерах. Не потому, что у нас недостаточно мер социальной поддержки у нас достаточно, а потому что в республике очень много не легализованной деятельности как таковой. Да? Это один момент, который влияет на показатель бедности. Ну и кроме того, сама по себе вот наши проблемы, наши структурные, вообще вот преобразования, которые могут быть, да, они тоже могут повлиять на категорию бедности. В настоящий момент комплексная программа непосредственно делается, но базовый элемент – это создание новых рабочих мест. И отсюда и пойдет базовка для этой программы. Ольга Валерьевна, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Не переключайтесь.